Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто неожиданно резко появится в вашей жизни? Кто этот человек? Зачем появится? И вообще, что будет? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, загадайте на того, кто резко и неожиданно появится. И мы с вами все узнаем и посмотрим. Также всех вас, мои дорогие, хочу поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, задайте вопрос от своего имени мысленно, либо вслух, так и спросите, кто резко и неожиданно появится в моей жизни. Зачем? Кто этот человек? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Сильный человек, сила. В руках у этого человека много силы. Возможно, этот человек занимается спортом, либо физически очень сильный, да? А возможно, этот человек имеет власть в руках, власть и силу. То есть он может влиять на разных людей, на разные события и на разные процессы. Человек очень высокого роста. Может быть, физически будет очень высоким, а, возможно, ростом показали именно статус, положение этого человека выше, чем другие, да? Выше, чем все, у кого-то отыграется. И еще здесь такой момент, он немножко смущает, но я его тоже обозначу. Здесь показывают вас и показывают вас в каком-то очень тяжелом, я бы даже сказала, нервозном, бедственном состоянии. Вам тяжело по жизни, либо вам тяжело, потому что какая-то ситуация нездоровая складывается. У вас как будто бы руки уже опускаются, вам совершенно не хватает сил на то, чтобы справиться, да, удержаться на плаву. Вам кажется, что вот-вот и я тону, да, вот-вот и я уже под воду этих проблем погружусь и уже оттуда не выплыву. Такое даже болезненное состояние у вас, проблематичное, болезненное. И как будто бы вам никто не помогает, а наоборот, вот есть рядом люди, которые еще и вас пытаются утопить, да, вот они руками давят вам на плечи, на голову, типа тони, скорее тони, как будто бы они очень заинтересованы в том, чтобы вот от вас избавиться, да, либо нанести вам такой вред, от которого бы вы никогда не оправились. Может быть, действительно очень много задач на вас, потому что у вас вся спина чем-то загружена. То есть у вас есть дополнительный груз. Груз обязанностей, груз ответственности. У кого-то дети, семья, родители. У кого-то долги, кредиты. У кого-то такие проблемы, что они просто вот их нельзя решить. Они как бремя, они как балласт какой-то, не знаю, как правильно назвать, да, что-то тяжелое, что тянет вниз. Спина вся у вас загружена. Вы как будто бы и сами этого сбросить не можете, но груз этот сбросить не можете. И никто не помогает. Все такие либо отвернулись, либо еще притопить вас пытаются. И вы с каждым днем все хуже и хуже себя чувствуете. Вы уже буквально теряете надежду, что вы выберетесь из этой западни, что вы сможете избавиться от этого груза, что вы сможете всплыть на поверхность, вообще выйти из этого болота, из этого ужасного водоема, проблемного водоема, и как-то себя обезопасить. Я так понимаю, что вы из последних сил держитесь, и кто-то из вас прям отчаянно молится высшим силам, Боженьке молится, да, чтобы хоть какая-то помощь, либо хоть какое-то облегчение к вам пришло. Да, потому что уже не вывожу, уже не выношу, уже все, вот, конвульсии идут, да, вот судороги, ноги схватили, я ничего не могу поделать. Вот погибаю, пропадаю, да, вот до отчаяния прям уже дошли. Кто-то из вас даже плачет от того, что и больно, и страшно, и от того, что такое безвыходное положение вещей. Вот
не выдерживаю, да, слишком много для меня, я не выдерживаю, мне помощь нужна, ну хоть чуть-чуть, ну хоть капелюшечку, да, вот кто-нибудь, помогите мне. И вот здесь так показано, что этот мужчина буквально одной правой вас вот так вот, знаете, и выдернет из этого болота. Смотрите, девушки, женщины, вы все у меня разные. У кого-то отыграется, что это ваш знакомый, в нужный момент возвращается в вашу жизнь. То есть вы этого мужчину знаете, вы, возможно, с ним общались. Может быть, этот мужчина, он родственник ваш, да, там отец, например, либо брат, либо у кого-то может отыграться там кузен, да, может быть, еще там дальше родственник. У других отыграется, что этот мужчина, он как бывший ваш, бывший, да, который все может и все может решить. И также может отыграться мужчина, с которым вы были знакомы в свое время, да, дружили, общались, может, вместе работали, может быть, вы на него работали, да. Может, и отношений особо не было у вас там близких, личных, но, тем не менее, что-то вас связывало, объединяло. То есть вы знаете друг друга. Но у кого-то отыграется, что это совершенно незнакомый мужчина. Ну, опять же, девочки, это общая цыпка, вы разные. А мужчина, которого вот в нужный момент направляют к вам небеса для того, чтобы мужчина вам помог. То есть конкретно в вашей ситуации может помочь этот человек. И поэтому на ваши молитвы, на ваши просьбы небеса его к вам отправляют. И этот мужчина, он, смотрите, либо он вас знает и мимо никогда не пройдет. То есть, может, он узнал, вот сейчас именно узнал о том, что вам плохо. И такой, блин, я должен помочь. Да, он все бросает и бежит в вашу сторону для того, чтобы резко ворваться в вашу жизнь и вам помочь, вас спасти. А у кого-то отыграется, что мужчина, ну, совершенно незнакомый, да, вот небеса сведут вас, сведут. Он знает про вас, он знает вашу историю. И у него прям сердце начнет разрываться. И он скажет, да как же так, такая хорошая женщина, милая девушка. Никто не помогает, да, я же мужик, я должен ей помочь. И вот мне идет, что он вас буквально одной правой рукой вытаскивает из того болота, в котором вы оказались. Как я сказала, болото у каждого свое. Еще тут, кстати, могут быть проблемы со здоровьем очень серьезные. То есть вы болеете, вы маетесь, с вас деньги там дерут, никто толком ничего не говорит, облегчение не приходит, а только лишь ухудшается здоровье. Да? Возможно, этот мужчина вообще доктор, который просто вас вот возьмет, нормально обследует, нормально проведет диагностику и будет вас лечить так, чтобы вам помогало, чтобы вы исцелялись. Смотрите, проблема общей отсыпки, что у вас очень много, и вы все разные. И опять же, люди к вам будут приходить тоже разные, с разными целями и задачами. У кого-то отыграется, что мужчина придет для того, чтобы вас спасти, на ноги поставить, да, вот сделал дело и ушел. А у кого-то отыграется, что мужчина вот появится и навсегда с вами останется. Да? Поэтому, пожалуйста, уже будете смотреть по обстоятельствам. Да? Когда конкретно он появится, уже будете понимать, для чего он пришел. Но явно не обидеть, а явно вам помочь. Видите, вот сердце в левой руке, вот оно большое сердце. Все, что этот мужчина будет для вас делать, будет приятно вашему сердцу. И также мужчина придет со своей любовью, допустим, бывший любил, да не разлюбил, да, узнал, что у вас проблемы, бросил все и вот сломя голову к вам, потому что до сих пор вас любит, потому что для него вы важны. Да, он возвращается в вашу жизнь не только вас спасти и вам помочь решить ваши проблемы, но еще и восстановить отношения, которые были между вами. Может быть, это история неразделенной любви, да, когда мужчина был там долгие годы в вас влюблен и не мог о своей любви сказать, может, не свободен был, либо вы были не свободны. И тут он спустя годы узнает, что вам плохо, опять же, все бросает, мчится к вам, чтобы уже навсегда с вами остаться, да, чтобы уже не молчать о своей любви, а говорить о своей любви. И у кого-то, как я говорила, да, сильный человек, сильная личность, там, доктор, либо какой-то специалист, либо чиновник, узнав о ваших проблемах, будет вам помогать так, что вашему сердцу будет очень приятно, да, потому что и так можно прочитать. Посланник небес. Да, этот мужчина, он посланник небес. Когда он в вашей жизни появится, у вас будет такое ощущение, что вот она манна небесная. Да? Это не еда, это конкретный человек, который жизнь облегчает, который помогает, который выручает, который спасает. К
который спину вашу разгружает и проблемы ваши решает, чего бы они ни касались. Вам нужен этот человек, и этот человек будет к вам послан самими небесами. Просите, не просите, мне идет, что вы просите. Может быть, не совсем у небес просите, может быть, мысленно там у Вселенной просите. И говорите: Вселенная, помоги, да. Мне нужна помощь. Может быть, вы там какие-то желания пишете, там календари эти желаний делаете, или как они там, блокноты желаний. Я как бы в этом не очень разбираюсь, это не моя тема. Не мой способ, да, скажем так. Я потом вам расскажу, какой у меня способ. И вы это делаете, вы привлекаете к себе внимание, поскольку вы очень хороший человек, и вы страдаете не за себя, как не за свою вину страдаете, не свою лямку на себе тащите, да. Вот поэтому небеса, либо Вселенная откликается на вас, на ваш запрос. Тот, кто висит на вас грузом, либо это дети, либо это беспомощные люди, например, там, пожилые родители, может быть, люди, которые больны, да, и не могут о себе позаботиться. То есть тут к ним претензий особых нет, потому что, может быть, они не хотели быть для вас обузой, но вы такой человек, что вы не можете пройти мимо, не можете отказать. Если мы говорим там о каких-то долгах, кредитах, да, возможно, вас обманули, возможно, на вас вот прям навешали, да, по обману, по лукавству, по мошенничеству, да, вот вы в это попали. А может, так случилось, что у вас была хорошая работа, и вы думали: ну почему бы и нет, я расплачусь. А потом раз, и работа потерялась, да, либо компанию закрыли, либо еще что-то произошло. Вот, просто в такой ситуации оказались сложной. Мужчина идет спасать, мужчина идет помогать, мужчина идет делать вам приятно. И у кого-то отыграется, что мужчина идет любить вас, любить по-настоящему. А сказать, что вы будете рады этому мужчине, да, это ничего не сказать. Вы сейчас с любой помощью будете рады. Сказать, что вы будете благодарить этого мужчину, это тоже ничего не сказать. Хотя мужчина не будет принимать вашу благодарность. Он скажет: я поступаю как мужик. Так должно быть, так правильно, не надо меня благодарить. Не надо меня благодарить за то, кем я должен быть. Да? Я должен быть мужчиной, и я мужчина есть, да? Это нормально. Также показано, что вы прям будете по отношению к этому мужчине как испытывать чувство долга. Долга, либо ответственности, благодарности. Вот как-то так мне идет чувство, которое может вас тяготить, с одной стороны, но потому что вы чувствуете, что должны отблагодарить, а отблагодарить не можете, либо нечем, либо он не принимает вашу благодарность. И вы такая: блин, что делать? Ну как так, да? Вот, пожалуйста, не думайте об этом, не заморачивайтесь по поводу этого. У вас перед этим мужчиной нет обязательств, понимаете? Это он вам помогает. Он, понимаете, это его инициатива, его небеса послали, да? Если вы хотите его отблагодарить, вы можете что-то хорошее сделать какому-то другому человеку, либо тому, кто нуждается, да? Просто вот сделать и сказать: вот в благодарность за мое спасение. Все, этого будет достаточно. Еще здесь показано, что те, кто вас вот топят, кто хочет, чтобы от вас ничего не осталось, да? Эти люди, они будут в шоке, они будут очень сильно напуганы, потому что они прям верили в свою победу, и они такие: во, последние там минуты, секунды, и сейчас она утонет, и сейчас ее не будет, да, и тут такой сильный мужчина появляется, да, они очень испугаются. Во-первых, они испугаются этого мужчину, а во-вторых, они испугаются вас. Почему? Потому что бы они ни предпринимали, а они предпринимают ужасные вещи. Тут, кстати, еще и магия может у кого-то отыграться. Если особенно у вас там со здоровьем все плохо, да, вот магия и здоровье ваше забрали, скачали с вас, то эти люди скажут: блин, ее ничего не берет, да, как так вообще ничего не берет. Какого бы человека уже бы ничего не осталось, а она прям держится, сильная, да, ее ничего не берет, понимаете, они бояться будут. У них там жесткая депрессия начнется, страх, панические атаки. И эти люди, они, понимаете, начнут сами себя разрушать. Вот они будут бояться ответственности, бояться, что к ним все вернется, а к ним точно все вернется. И вот они сами себя будут стращать, доведут до такого состояния, что на них просто жалко будет смотреть. Вот люди такие, как, знаете, твари дрожащие, вот как-то так мне идет. То есть там все выяснится, кто топил, зачем топили, что желали.
Ну и, конечно, будет видно, во что они превратились. То есть можно даже буквально сказать, что они сами себя накажут вот тем страхом, который у них внутри зародится. А они точно тут, как два человека мне показывают, кто пытался вас притопить. Возможно, этих людей было больше, да, каждый там от себя пытался от вас избавиться, но вот два человека особо сильно старались. Особо сильно, да. Вот тут еще показан как какой-то переход, а может быть переезд. Может быть, этот мужчина вам даже поможет как переехать. Переехать, допустим, в другое место, в другой город, в другую страну, в другой дом, в конце концов, да. Вот он причастен будет к этой поездке, к этой дороге, к этому переезду. А у кого-то отыграется, что он вас к себе заберет, да. То есть вы с ним будете проживать. Так и скажет, что все, хватит, надо нам с тобой быть вместе, я тебя люблю, я хочу сделать тебя счастливой. Если ты согласишься, никогда не пожалеешь. И вот вас буквально с собой забирает. Вот дорога идет. Либо поездка, либо переезд. Мне почему-то больше идет, что переезд. Либо вы с ним будете жить, либо он вам помогает переехать на новое место. Как-то так показано. То, чего вы совершенно не ждете, то, о чем вы не думаете, но то, что будет для вас максимально полезно. Вот куда-то переехать, либо куда-то съездить. Может быть, если вы встретитесь с мужчиной не для любви, но для помощи, да, может быть, он вам там путевку оплатит, либо выбьет для вас путевку, чтобы вы могли отдохнуть, либо переселиться, да, в нормальное место. Но если между вами любовь будет, то вы вместе будете жить. Причем, скорее всего, у него. Либо он снимет, купит, арендует. Да, вот у каждого по-своему отыграется. Знаете, вот благодаря тому, что этот мужчина в вашей жизни появится, вы как сильнее станете, и у вас как меньше бед и неприятностей будет. Вот в прямом смысле слова. Меньше бед и меньше неприятностей. Даже если этот мужчина не для любви к вам идет, да, возможно, он на протяжении жизни будет с вами дружить и будет вам покровительствовать. Да, и люди будут об этом знать, что он ваш покровитель, он ваш защитник, он ваш заступник. И не будет желания у всяких негативных личностей вам вредить, либо вам мешать. То есть будут вас обходить стороной. И еще здесь с правой стороны, смотрите, горцующая лошадь показана. Лошадь — это всегда про работу, про бизнес, про дела. Возможно, этот мужчина еще поможет вам с работой. Либо наймет к себе на работу, либо будет хлопотать, чтобы вас на работу взяли. Либо, возможно, даже если вот вы вместе по любви, допустим, вы хотели там своим делом, допустим, заниматься, да, и этот мужчина может стать вашим спонсором, вложиться в вас и вложиться в ваше будущее дело. Горцующая лошадь — это успешная лошадь. Она становится на дыбы, то есть на задние эти ноги, у лошади ноги или лапы, ноги, скорее всего, да, ноги. Радуется, когда успеха добивается. Вот и вы благодаря этому мужчине на такой лошади кататься будете, на успешной лошади. Да, от этого мужчины только одни блага идут. Только одни блага. И, девочки, я вас умоляю, не заморачивайтесь по поводу благодарности ему. Еще раз говорю, это прям дорога в никуда. Если вы будете всегда себя ощущать обязанной ему, благодарной ему, тут отношения будут проблематичными. Понимаете, на вас это будет давить. Давить то, что я ему должна, я обязана, я должна его слушаться, я должна ему подчиняться, я не могу ему перечить. Отношения будут прям очень нехорошие, вам тяжело будет в таких отношениях, даже если это будут дружеские отношения. Человек сам вызвался и сам вам помог. Ничем вы не обязаны. Если обязаны, то просто относитесь к нему хорошо, да, все, на этом достаточно. Пусть это вас не гнобит, пусть это вас не смущает. И не берите этого в голову. Да? Мужчина и сам вам будет про это говорить. Для него каких-то там фокусов, фейерверков, не знаю, отдаваться не надо. Понимаете? Не надо.
Иначе сами себе еще можете навредить, да, и отношения могут с ним испортиться. Ну разве что там по любви, да, когда вы там влюбились друг в друга, то да. А типа вот сильный мужчина, чиновник мне помог, значит вот что есть, то я ему дам, да, себя. Так делать не надо. Мои хорошие, ждите, мужчина уже рядом, он вышел в центре отсыпки. Тот, кто вам нужен, тот, кто вас должен спасти, он появится. У кого-то еще потом любовь с этим человеком, но у кого-то прям очень теплые дружеские отношения будут. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.